У Тархана Тимирханова хроническая болезнь почек, а значит, он в группе риска. Прекрасно это осознавая, мужчина решил провериться на ковид. Хотя никаких симптомов болезни, кроме кашля, у мужчины не было. А вот у Зухры Евлоевой и ее детей напротив, все признаки были налицо. Повышенная температура, кашель, слабость. Поэтому прием у московской бригады она пропустить не могла. Ведь в составе бригады инфекционист, пульмонолог, хирург, анестезиологи, рентгенологи. Главная задача специалистов – помочь в лечении пациентов с коронавирусом. У детей уже месяца 2 вот так вот идет в такой вяло текущей форме. Ни хуже, ни лучше. Вот поэтому мы пришли проконсультироваться. Так мы прошли курс лечения какой-то свой. Опыт хороший у них должен быть. Вот нам это очень приятно и нам важно это. Но в то же время я не хочу сказать, что и отметить наших врачей, наших медработников Ингушетии, которые вот самоотверженно, можно сказать, вот в такой обстановке работают, не прекращая в полную силу. Сегодняшний визит московских медиков не предполагал амбулаторного приема, только теоретический обмен опытом с работниками центра. Однако проверить свое здоровье, получить необходимые рекомендации смог любой желающий. К слову, в таком формате бригада докторов работает уже вторую неделю. Параллельно с тем, что мы анализировали ранее проведенные исследования, смотрели их динамики, также мы провели прием нескольких пациентов, которым тоже в режиме онлайн, что называется, выполнили компьютерную томографию органов грудной клетки. В ряде случаев удалось исключить какие-либо изменения, подтвердили мы все это дополнительными экспресс-тестами. В ряде случаев мы отметили регресс тех изменений, которые были первично отмечены. Одну пациентку отправили на госпитализацию, но, к счастью, не по ковиду, а по другим проблемам, связанным с кардиальной патологией. Получить советы от тех, кто работал в красной зоне. Для ингушских врачей это не просто слова. Ведь в Центр фтизиопульмонологии ежедневно на КТ-исследования поступает более сотни человек с коронавирусом или подозрением на него. Обсуждались пациенты, проводился разбор ошибок, давались какие-то рекомендации, соответственно, находили какие-то общие вопросы дальнейшей тактики ведения больного, лечения больного. На КТ, по КТ-обследованиям тоже были разобраны случаи, которые вот нас беспокоили, сложные случаи. Были даны клинические рекомендации. Ситуация с ковид в Ингушетии, по словам московских медиков, стабильная. Количество поступающих пациентов планомерно снижается. Однако все равно нужно держать руку на пульсе. Поэтому в планах у медиков посетить все медучреждения, работающие с коронавирусными больными, повторно. Тамара Хшагульгова, Майырбек Миржоев, Новости 24.